Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Администрация президента Азербайджанской Республики и аппарат премьер-министра Республики Армения распространили совместное заявление. Представляем текст данного заявления. Азербайджанская Республика и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В результате переговоров между администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих. В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН СОР-29 об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР. Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион. Отметим, что 32 человека, которых планируется вернуть Армении, лица, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в декабре 2020 года в Гадрутском направлении, остальные 6 человек, лица, задержанные в различные времена на границе, уже отбыли большую часть наказания. В список не входят руководители сепаратистского режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества Араик Карутюнян, Баку Саакен, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, а также Вагиф Хачатрян, Алеша Хасравян. Данная договоренность была достигнута в результате прямых переговоров, проведенных между администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения, без какого-либо посредничества со стороны третьей страны. Что еще раз свидетельствует, что Азербайджан и Армения могут продвинуть мирный процесс без посредников. Мир полон конфликтов, войн, беженцев, изгнаний, а здесь, в Азербайджане, произошло что-то в рамках другой динамики. Азербайджан отбросил плохое и этим доказал, что хорошее в мире тоже возможно. Sorry, Your Excellency, my name is Jakub Kareiba, myself from Poland. Об этом заявил журналистам кандидат политических наук, а также представитель Центра евразийских исследований в Анкаре Якуб Карейба в рамках форума «Карабах. Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности». Азербайджан показал, что можно сломать негативные тренды и задать новый позитивный тренд в рамках международного права и в рамках взаимовыгодного сотрудничества. И люди, которые приезжают на такого рода конференцию в Баку и особенно в Зангилан, понимают, что здесь происходит что-то важное для всего мира. Потому что освобождение территории от оккупантов, ситуация, в которой Азербайджан закончил конфликт, который длился 30 лет, и мог длиться вечно, это позитивный сдвиг. Это показывает, что даже самые сложные проблемы можно решать. Он отметил, что самое главное в этом конфликте было то, что Азербайджан имел стратегическое терпение и выбрал самое нужное время для действий. Якуб Карейба также поделился впечатлениями о встрече с президентом Илхамом Алиевым. Я могу вас всех поздравить Азербайджан, поздравить весь азербайджанский народ, потому что у вас в главе страны
феноменальный человек. Представляете, 3 часа, больше 3 часов без бумажки на очень хорошем, красивом, таком, с одной стороны, научном, с другой стороны, шуточном английском, человек говорит с экспертами из 30 стран. Представляете? Каждый там приходит со своими проблемами, со своими вопросами, со своими мыслями. И президент умеет найти связь, найти время и возможности для диалога с каждым из них. Президент сегодня ответил на все вопросы. Отметим, что на форуме «Карабах. Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» приняли участие 60 зарубежных экспертов, представляющих 30 стран. Ассаламу алейкум, я представляю Узбекистан. Непосредственно работаю в агентстве стратегических реформ. У нас есть большая проектная команда, которая занимается достижением 12 обозначенных президентом приоритетов. В Азербайджане я не зря, потому что очень активно участвую непосредственно в разнообразных региональных инициативах, проектах, поэтому закономерно, что сегодня я также здесь вместе с другими представителями Узбекистана, и вместе с вами, наверное, мы имеем полное право разделять радость от того, что Карабах вернулся обратно в Азербайджан, и для этой страны это является очень большим событием. Поэтому важно быть тоже вместе с вами, разделять ваши эти чувства. И какое впечатление? Вы были в Шиши, наверное, да? Или где вы? Вчера была организована поездка в Зангилан, и Зангилан является одной из освобожденных территорий. Мы смогли в течение дня ознакомиться с построенным новым международным аэропортом. Кроме этого, мы посмотрели Smart Village, то есть современные умные деревни, которые правительство планирует построить, 32 деревни. Вот мы увидели одну из них. Кроме этого, посетили школу. Было очень интересно. Я хотела бы отдельно отметить, что нам не удалось посмотреть на Фузули, но сегодня тоже президент Азербайджана отметил отдельную благодарность за то, что в Фузули Узбекистан был первой страной, которая откликнулся поддержать усилия по восстановлению Карабаха, освобожденных территорий, и в дар, как свой скромный вклад, создал современную школу, которая в этом году уже приняла своих первых учеников и открыла свои двери для полноценной учебы. И вы уже знаете, что война уже осталась к прошлому. Сейчас уже новая жизнь, новые идеи, проекты. И не только в Азербайджане, совместно с Азербайджаном и другие туркоязычные страны, и европейские страны в том числе. Скажите, какой роль будет Узбекистана в этом сотрудничестве взаимном? Пусть будет социальное, экономическое, политическое. Об этом, пожалуйста. Ну, вот сегодня, когда была встреча с президентом Ильхамом Алиевым, он очень интересно сказал статистику, что в прошлом году 3 раза уже был с визитом в Узбекистане, а в этом году президент Узбекистана 3 уже приезжал в Азербайджан, что говорит о очень интенсивной работе друг с другом. Президент рассказал о том, что создан инвестиционный фонд, который в очень большом размере, $500 миллионов, непосредственно должен помогать финансировать взаимовыгодные бизнес-проекты. Я бы хотела отметить, что, наверное, все-таки приоритетным направлением должна быть сфера транспортной взаимоувязки. То есть каким образом страны могут расширять всевозможные мультимодальные перевозки, чтобы максимально удешевлять экспорт из наших стран и способствовать тому, чтобы регион Центральная Азия плюс Азербайджан быстрее могли интегрироваться полностью в мировую экономику. В этом плане планы, которые есть по развитию Транскаспийского коридора у Азербайджана, планы, которые есть у Узбекистана по строительству железной дороги, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, планы, которые есть у всех наших стран по развитию срединного коридора, Middle Corridor называется, они все гармонизированы друг с другом, они все являются отдельными звеньями большой стратегической цепочки. Поэтому я думаю, что, учитывая, что данного рода проекты всегда взаимовыгодны, это уже обеспечивает устойчивое поступательное развитие, и я думаю, что вот в единстве сила. Я думаю, что, учитывая, насколько сейчас страны друг друга уважают, понимают, поддерживают, будущие перспективы открываются очень хорошие, оптимистичные. Вы же знаете, сегодня очень актуальна вопрос, тема, Трамп. Каком видите вы будущем
Вот турецкое объединение, туркоязычных стран взаимосвязано, потом, ну, не только социально-экономической, но и политическом уровне. Но я бы хотела сказать, что с учетом общей культурной основы, идентичности, которая есть, лингвистики, да, общий язык, традиции, в какой-то степени очень одинаковые пути, которые мы видим вообще, да, вокруг себя. То есть у нас очень схожий менталитет, мировоззрение. Я думаю, что никаких проблем в том, чтобы люди объединялись за пределами одной страны, не существует. И наоборот, мы сейчас видим, вот в данный момент, в текущие дни проходит очень большой визит делегации из Узбекистана, неправительственные организации приехали. Буквально недавно приезжали транспортники, до этого приезжали специалисты сферы энергетики. То есть у нас нон-стоп идут обмены. И это касается не только двухсторонних отношений, то есть Азербайджан и Узбекистан. То же самое происходит между Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном. То же самое с учетом Турции. То есть мы видим абсолютно огромное комплексное движение, которое последние годы уже становится, ну, для многих стран приоритетным. Что очень важно, что это не насаждается ниоткуда, а все-таки это уже то, что разделяют и сами граждане наших стран. Бизнес тоже поддерживает это. Поэтому я считаю, что у такого рода тенденций есть очень хорошее будущее, потому что они не искусственные, они никем не навязываются, они идут изнутри. Никому в ущерб не идут, они идут изнутри. И в этом плане я хотела бы отдельно сказать, что очень важна роль руководств, лидеров. Когда на уровне руководителей нет никаких проблем во взаимоотношениях, то люди очень быстро находят общий язык друг с другом. Я отдельно хочу сказать, что сейчас летает регулярно рейс Ташкент-Баку. Летом, когда я приезжала, рейс был полный, и я летела на этой неделе, он был полупустой. Я просто хочу, пользуясь случаем, если вы позволите, обратиться к людям, сказав о том, что у нас есть что посмотреть в Бухаре, в Самарканде, в Хиве, и узбекистанцам есть что посмотреть обязательно в Баку и за пределами Баку. Я очень рекомендую и советую при планировании следующего своего отпуска посмотреть на соседей, купить билеты и обязательно побольше путешествовать с детьми, супругами, с родителями в прекрасных городах нашего региона. Это будет тоже обогащать друг друга, это будет раскрывать новые грани, потому что мы должны понимать, что будущее у нас общее. Для этого мы должны узнавать все, что мы только сможем друг о друге. Это пускай будет взаимно. Мы тоже, в свою очередь, приглашаем своих узбекских братьев к нам в Азербайджан. Я думаю, им тоже будет есть что смотреть. И надеюсь, вам тоже здесь понравилось Баку. Очень красивый город, и как раз-таки я вот хочу сказать, что, наверное, обязательно нужно узбекистанцам приехать в Баку посмотреть, потому что прекрасная архитектура, очень много зелени, с большим вкусом, но главное, есть море. А Узбекистан – страна, в которой нет моря. И это экзотика, и поэтому взаимовыгодные туристические направления, бизнес-направления нужно развивать, и для этого есть все условия. Добро пожаловать в Узбекистан, а узбекистанцы обязательно приезжайте в Баку. Спасибо вам большое. Almanya ne yapacak bu? Silahlı kuvvetler ateş etti. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Yok Emniyet Müdürü Uygar Yılmaz Taşı'na. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Makine İçişleri Bakanı.
Сегодня в турецкой провинции Ван проживают кыргызы. Они играют важную роль в сферах безопасности и культуры Турецкой Республики. Но как они попали в Турцию? В летнюю ночь 1913 года в горах Памира в семье Джапаркула, бывшего тысячника Каканского хана Худаяра, а ныне руководителя кыргызов Мургаба, родился мальчик, которого назвали Рахманкул. Именно с этим мальчиком будет связан весь тот путь, который мы проделаем с вами от высоких гор современного Таджикистана. В 1917 году мир памирских кыргызов начал быстро меняться. Февральская революция, а затем Октябрьская вызывали неопределенность. Но последовавшие за приходом коммунистов к власти коллективизация и раскулачивание, а самая худшая пропаганда безбожия, окончательно убедили Джапаркула увести своих людей и свою семью за пределы территории Советского Союза. Непокорные кыргызы перешли в Ваханский коридор афганской части Памирских гор. Здесь к тому времени уже жило коренное для этих мест кыргызское население. На новом месте кыргызы Джапаркула быстро обжились, несмотря на то, что здесь был более суровый климат, нежели в родных им местах. Но надежда на возвращение в свой родной Мургаб, в привычное им кочевье, где остались те их родственники и близкие, что не решились уходить в Афганистан, не давала кыргызам Джапаркула покоя и не покидала их мысли. Все изменилось, когда в начале 30-х 19-летний Рахманкул вместе со своими товарищами решил навестить родные края и узнать о положении дел. Но люди, с которыми он общался, выдали его и его спутников советским властям, а те передали их НКВД. Так, Рахманкул попал в советскую тюрьму, где твердо осознал, что надежд на возвращение их людям питать не стоит. После того, как советские органы, не узнав ничего дельного от Рахманкула и его товарищей, отпустили их, те вернулись в Ваханский коридор, где рассказали о произошедшем. Больше переселенцы не стремились вернуться и стали активно обживаться в Афганистане. В 1938 году скончался Джапаркул, и Рахманкул в возрасте 25 лет становится руководителем переселившихся кыргызов, а потом его избирают ханом всех кыргызов афганского Памира. И по сей день Рахманкул хан является последним кыргызским ханом, который получил этот титул не по принадлежности к аристократической фамилии, а за личные качества и заслуги. Его избрали за сильный характер, разум и политическую мудрость. Именно он сумел добиться от афганских властей ряда налоговых льгот и отмены воинской повинности в обмен на несение кыргызами Памира пограничной службы на участке афганско-советской и афгано-китайской границы. Однако уже в 1948 году он добровольно и весьма неожиданно отрекся от власти и в сопровождении 40 семей своего рода перебрался в Восточный Туркестан, где тогда уже закрепился Китай. Там они прожили около 2 лет, но неприятие коммунистической идеологии подтолкнуло Рахманкул хана к решению вернуться на территорию Афганистана. Пригласив в гости китайских пограничников на смежные с Пакистаном территории Минтыки, Рахманкул убил их, захватил их оружие и вернулся на Малый Памир летом 1950 года, получив одобрение Закир-Шаха, правившего Афганистаном. Афганские кыргызы с радостью встретили его и вновь провозгласили своим ханом. У Рахманкул хана сложились весьма теплые отношения с королем Закир-Шахом, который приблизил к себе кыргызского предводителя. В 1964 году Рахманкул хан стал почетным членом Лоя-Джирга, органа представительной власти Афганистана, в котором он представлял интересы киргизского меньшинства. В это же время он получил должность шахского наместника. Этот период являлся расцветом для кыргызов в Афганистане. Они владели крупным поголовьем скота, занимали обширные пастбища и контролировали караванные пути и торговлю через афганский Памир. Но и этот период покоя не продлился слишком долго. Переселение в Пакистан. Прочь от коммунизма 7. После апрельской революции 1978 года Рахманкул понял, что теперь и Афганистан перестал быть убежищем от коммунизма. Последней каплей стали призывы новых афганских властей ввести в страну советские войска. Для кыргызов, бежавших более полувека назад от этих самых войск, это был удар. Рахманкул хан предложил своим людям уйти в соседний Пакистан, и на это предложение откликнулись 1300 человек. Они пытались выйти на связь с властями Пакистана, для чего прибегли к помощи потомков известного кыргызского басмача Джаныбека Кази, осевших в этой стране.
Пакистанские власти дали добро кыргызам на переселение в регион Гилгит, на севере пакистанского Кашмира, куда и устремились кыргызы. Переселение выпало на лето 1979 года. Летний период оказался не совсем удачным временем для новых поселенцев. В отличие от сухого и холодного Памира, горные хребты Гилгита копили влагу, приходящую с юга. Резкий контраст климата стал губительным для привыкших к суровым холодам кыргызов. От тропических болезней и лихорадки погибло примерно 300 человек. Поняв, что пребывание здесь для кыргызов пагубно, Рахманкул стал искать выход из ситуации. Он просит Организацию Объединенных Наций переселить их в более подходящий регион. На просьбу откликнулись Америка, Канада и Турция. В связи с тем, что Рахманкул-хан особо подчеркнул, что горцы привыкли жить в местности с определенным ландшафтом, где можно заниматься традиционными видами хозяйственной деятельности, то есть животноводством, особенно иководством, американцы предложили для переселения Аляску. Канадское правительство ничего конкретного не предложило, но и не отказывало в просьбе кыргызам. Последнее переселение, выбор пал на Турцию. Но кыргызы опасались переселяться в христианские западные страны, так как хотели сохранить свою религию и самобытную культуру. Потому их выбор пал на Турцию. Мусульманская страна с родственной тюркской культурой выгодно отличалась от других предложений. Тем более, что турки предложили им на выбор два варианта для оседания: местность Сарыкамыш в Карсе, недалеко от границ с Азербайджаном и Арменией, и район Иржиша на берегу озера Ван, на юго-востоке Турции. Рахманкул-хан лично посетил предложенные для поселения места и осмотрел их. Ему больше понравился Сарыкамыш, но из-за близости к советской границе кыргызский хан выбрал второй вариант на берегу озера Ван. Климат в этом регионе очень подходил для новых поселенцев. Прибыв обратно, Рахманкул поделился своими впечатлениями, и кыргызы с радостью согласились на переселение в Турцию. Новое переселение произошло в 1982 году. Из Гилгиша на автобусах 293 семьи перевезли в город Равалпинди, откуда на самолетах пакистанской авиакомпании РИА они полетели в турецкую Адану. Транспортные расходы взяла на себя турецкая сторона. Впервые переселение кыргызов проходило в таком комфорте. В аэропорту кыргызским переселенцам устроили торжественную встречу. С приветственным словом выступил губернатор провинции Адана. Им объявили, что власти страны поручили оказать максимальную поддержку и внимание собратьям-кыргызам, ставшим жертвами исторических обстоятельств и мировых политических процессов. Из Аданы, изумленных от всего увиденного и пережитого, переселенцев на автобусах доставили в Ван, где в рамках карантинных мероприятий им впервые в жизни был проведен полноценный квалифицированный врачебный осмотр и по необходимости оказана медицинская помощь. По истечении карантинного срока их повезли в Иржиш, где временно поселили в небольших домах, построенных правительством на случай чрезвычайных ситуаций. А позднее на специально выделенной для них земле построили и специально спроектированные коттеджи со всеми условиями. Были предусмотрены даже хозпостройки для скота. Новое селение назвали Улу-Памир, что означает «большой Памир» и напоминает о родных для местных кыргызов краях. Новых братьев турки на целый год обеспечили трехразовым питанием, причем стараясь подбирать более привычные поселенцам молочные и мясные продукты. В обеспечение входили даже одежда и утварь, включая посуду. Все эти заботы взяло на себя турецкое благотворительное общество Красного Полумесяца. Кроме всего этого, каждому человеку ежемесячно выдавали по 6 тысяч турецких лир на карманные расходы. По каждому вопросу, связанному с кыргызскими поселенцами, турецкие власти советовались с Рахманкул-ханом. Невозможно представить, какое удовлетворение и умиротворение ощущал пожилой уже на тот момент Рахманкул. Никогда еще государство так не заботилось о его народе. Наконец он нашел тот самый уголок на этой планете, где его народ был в покое и безопасности. Он говорил, что мечтает о том, чтобы от ненавистного ему коммунизма освободился и весь Кыргызстан, но увидеть этого воочию ему было не суждено. За год до развала СССР, прожив в новой стране 8 лет, Рахманкул-хан скончался в больнице Эрзурума. Однако регион юго-восточной Турции, к сожалению, не такой спокойный, как хотелось бы его жителям. Здесь активны террористы РПК, жертвами которых становились и кыргызские переселенцы. Но, находясь под защитой государства, кыргызы вызвались помогать властям блюсти порядок в регионе и организовали конную милицию.
Как правило, функции милиционных отрядов состоят в охране своих населенных пунктов. Милиция находится в структуре Министерства внутренних дел Турции, а на административном уровне отрядами руководит губернатор провинции Ван, где они проживают. Кыргызские воины принимают участие и в некоторых антитеррористических операциях, при проведении которых они находятся под руководством турецкой жандармерии и Министерства обороны. Таким образом, как и 700 лет назад при взятии Никеи, кыргызские воины и сегодня сражаются бок о бок вместе со своими турецкими братьями. Несмотря на возникшие сложности, община ванских кыргызов продолжает жить и процветать на своей новой родине. Basılvay biz keletik kol şal bolup çolgar olur göz açılmay bet aldımda şaman soğuk kunkur
albastan kete berdi. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков. Мына биз бүгүн Азербайжан Республикасынын борбору Баку шаарында турабыз. Бүгүн бул жерде Гейдар Алиев жана Түрк ааламы аттуу конференция болуп жатат. Эми өзүңүздөр билгендей Гейдар Алиев бул ошол Совет империясынын тушунда политбюронун мүчөсү болгон СССР деген чоң мамлекеттин өкмөтүнүн орун басары болгон деген сыяктуу дегендей бул баягы масштабдуу личность. Ошол эле учурда мына бул эгемендик алып, эгемендик келгенде ушул Азербайжан Республикасынын президенти болуп, конституциянын башында туруп, ошол учурда 90-жылдары баягы Азербайжанга бир советтик диктатуралык мамлекеттин чабуулунда өзүнүн ички протесттин, өзүнүн баягы каршы сөзүн көтөрүп чыгып сүйлөгөнү, бул эми мындайча айтканда бул Азербайжан элинин лидери катары көрүүгө болот. Себеби азыр заманды деле көрүп атабыз, саясатчылар көп, бирок мамлекеттик ишмерлер жок эсе болуп калган мезгилде. Мамлекеттик ишмер деген бул баягы Людвиг Фейербахтын бир жакшы сөзү бар. Государство моя вторая абстрагированная половина дейт. Ошол сыяктуу мамлекеттик ишмерлер чыныгы улутка кызмат кылган адамдар мен мамлекет мен деген түшүнүктө жашайт дагы өзүнүн тагдырын эл үчүн курмандыкка чалып, өзүнүн тагдырын элине арнайт, бүткүл өмүрүн арнайт. Ошол Гейдар Алиев агабыз бул ошол кезинде Азербайжан Компартиясынын биринчи катчысы болуп, кийин анан президент болуп, ошол Азербайжан эл үчүн бир чоң бир кызмат өтөгөн инсан. Бул мындай инсандар 1000 жылда бир төрөлөт, 100 жылда бир төрөлөт деген сөз бар бизде. Ошол сыяктуу бул адамдын улуттун тагдырына түшкөн, улуттун бешенесине жазылган инсан деп айтууга болот. Ушундай бир инсандар, маселен, бул постсоветтик өлкөдө Ататүрк сыяктуу бир деңгээлге жеткен инсан деп айтууга болот. Маселен, Ататүрк Түркияда бул өзүнчө мамлекет болуп турган, биз СССР аймагындагы ушул түрк дүйнөсүндө бир үлгү ала турган, бөлөк президенттер үлгү ала турган инсан. Анан эми Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда 30 жылдан бери абдан бир мадани, руханий алакалар абдан жогорку деңгээлде. Биз ошол мына бул 94-жылдагы эле Бишкек протоколун алсак, ошол учурда легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулович башында турган ошол кол коюлган Бишкек протоколу Карабах маселесинде дагы согушту токтотууга, тынчтантууга бир чоң роль ойногон деп айтууга болот. Гейдар Алиев тууралуу маселен Бишкекте парк ачылган. Анан биз ошол баягы мамлекеттик саясат ал өзүнчө мамлекеттик протоколдун негизинде кете берет, бирок биз жазуучулар, акындар, искусствонун, адабияттын адамдары биз өзүбүзчө бир элдик дипломатияны бекемдеп иштеп келе жатабыз. Буга бир мисал, мындан 4 жыл мурда ушул Бакуда кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы Азербайжан тилинде чыгып, көптөгөн жаш акындар ушул жерге келип, ушул жерде бет ачар өткөн. Мына 2 жыл мурда эле Бишкекте биз 2 жолу бет ачар өткөрдүк. Ушул Азербайжан парламентинин маданият комитетинин төрайымы Данира Пашаева бул жакта башында турду. Кыргыз котормочулары Карабах аңгемелери деген китепти, адабий китепти чыгарып,
Бишкекте кыргыз тилинде китебин чыгарып биз 2 жолу бет ачарын өткөрдүк. Бирин Кыргыз улуттук жазуучулар союзу өткөрдү, бирин Кыргызстан Азербайжандын Кыргыз Республикасында элчилиги өткөрдү. Ал жерде ошол мен китепти барактап биринчи баягы текстин редактору катары ошол аңгемелерди окуп отуруп, мен көзүмөн жаш алып, кадимкидей буулугуп ыйлаган учурум болду. Эң негизгиси андай тагдырды, андай апаат согушту эч бир элдин, эч бир журттун башына салбасын. Мен да ошол былтыр мурдагы жылдары ошол Карабах окуялар болуп турганда өзүмдүн макаламды ошол Азербайжан гезиттерине бергенмин. Өзүмдүн макаламды ошо Азербайжан элин колдоо иретинде жазган макалаларым келген. Демек бул биз сөзсүз түрдө эле мамлекет башчыларынын, саясатчылардын, өкмөттүн протоколунун негизинде гана иш алып барбай, элдик дипломатия, элдик баягы акын жазуучулар биз улуттарды, бир тууган тектеш элдерди жакындатуубуз керек. Мына ошол учурда быйыл мына Анкара шаарында 6 март күнү Анкара шаарында түрк дүйнөсүнүн жазуучулар бирлиги уюшулду. Бирлик уюшулуп, ошол бирликтин ардактуу төрагасы болуп Азербайжан эл жазуучусу Ана Рызаев шайланды. Төрагасы болуп Казакстандан Улукбек Эставлет шайланды. Калган республикалардын чыгармачыл союздардын төрагалары орун басар болдук. Кудай буйруса ошол бири-бирибиздин чыгармаларыбызды бири-бирибизге которуп, таржымал кылып, оюгарып дегендей, анан эл достук, адаят достугу дегендей, акын жазуучуларыбыз ушул чыгармачыл личностьтер, инсандар канчалык жакын болуп бири-бирине биригип, бири-бирин таанышса, карапайым калк сөзсүз түрдө бири-бири менен ынтымакта жашайт. 21-кылым глобализациянын доорунда дүйнөлөштүрүү, анан геосаясаттар кандай бир тескери бир жаман бир учурлар көзгө бир көрүнүп турган учурда, геосаясаттын абалы бир абдан бир мындай кризиске келип турган учурда, түрк дүйнөсүнүн мамлекеттери биригип иш алып баруу, ынтымакка келүү, бири-бирибиз менен баягы достукту чыңдоо, бул тарыхый зарылдык деп эсептейм. Saçma olur bu alet.